Римляне ушли из Крыма добровольно, без войны. Почему? Потому что все более осложнялась ситуация на других территориях Рима. И в Северной Африке, и в Малой Азии, и на Ближнем Востоке, и по всей Европе. Поэтому войска Рима были нужны совсем в другом месте. Кроме того, там пошла эпоха гражданских войн, переворотов, междоусобиц. Поэтому римляне, в общем-то, ушли из Крыма без боя. Однако, как мы понимаем, к тому времени, как мы знаем из общего курса истории, Римская империя именно в том числе и под давлением варваров, причем есть опять две основные версии. Одна, что потому что там римский император решил разделить римское наследство между двумя сыновьями, но другая, более практичная, я бы сказал, версия заключается в том, что Римская империя была разделена действительно между двумя сыновьями. Но почему? Потому что так ее было удобнее оборонять. Варвары уже очень сильно напирали на Рим с севера и с запада. С севера-запада, можно сказать. Вы же обратите внимание, что первой рухнула Западная Римская империя. И Рим захватили варвары, в то время как в Восточной Римской империи, которую мы еще знаем под именем Византия, в общем-то, они продержались до 15 века. И даже странные вещи происходили. С точки зрения современного человека. Те самые варвары, которые разгромили сердце Рима, да, сам Рим взяли под свой контроль, разделили на кучу варварских королевств, которые раньше были все землями Римской империи. Враги. Ужас какой-то, кошмар. Они потом через несколько веков, приняв христианство, точно так же, как в Восточной Римской империи к этому времени было принято христианство, они стали союзничать. И византийские императоры там то крестоносцев размещали у себя, то участвовали в крестовых походах, то там еще какую-то наемную стражу имели из них, и наоборот. Правда, это хорошо не кончилось. В один момент крестоносцы захватили сам Константинополь, удержали там 30 лет власть. Но сама Восточная Римская империя, Византия, стала потихоньку сокращаться. У нас тема не Византийская империя. Я сейчас к чему хочу сказать, к чему хочу привести? К тому, что то государство, та культура, которую мы знаем как византийскую, русская история, она так укоренилась, и мы ее знаем как византийскую, и византийцы, в общем-то, для самих византийцев, по-настоящему, византийская не была. Они себя называли, представьте, без себя римлянами, и свою страну считали Римской империей, Восточной Римской империей. Почему это важно для Крыма? Потому что в Крыму вот эти византийцы, римляне, себя называли ромеи. Ромеи – это и есть римляне. И к тому времени, как римляне ушли из Крыма, все бывшие эллинские владения, а потом уже римские владения, в Крыму автоматически стали владениями Византии или Восточной Римской империи, и в них стали жить люди, во-первых, которые приняли христианство, во-вторых, которые себя считали, внимание, не греками, но ромеями. Их язык был, разный. Частично где-то в официальных документах, особенно при римлянах, это был латынь, классическая латынь. Но с учетом этнического своеобразия, конечно, это был так называемый греческий язык. Почему я говорю так называемый? Потому что в современную эпоху есть два условно греческих языка. Древнегреческий и новогреческий. Так вот, в Византии говорили ни на том, ни на другом. Это был язык ромейский, который, можно считать переходным состоянием от древнегреческого языка к современному новогреческому языку. Но он довольно-таки существенно отличался. И ромеи крымские говорили именно на нем. Причем тут произошла еще одна интересная вещь. Дело в том, что с появлением христианства и принесением его в Крым христианство было принесено, наверное, отдельные христиане, кто-то там, не знаю, купцы, торговцы, путешественники, политики, не знаю, военные, просто случайные какие-то прохожие.
Вот. Бывали в Крыму и раньше, но самое интересное, в самом Константинополе шли разногласия. То, что сейчас забыли несколько православные христиане, одно время там верх держали так называемые иконоборцы, которые считали, что почитание икон – это поклонение идолам, что нельзя рисовать Бога, там, ну и всех остальных. Это немножко напоминало ислам в нынешнем понимании. И они одержали там верх. На какое-то время иконопочитатели были изгнаны, и поддерживавший их император тоже был изгнан. Куда? Ну, в ссылку на север. Херсонес. Именно в эту эпоху появляются первые православные пещерные монастыри. И, кстати говоря, в культуре вот этих пещерных монастырей, а позже пещерных городов, тоже удивительным образом произошло сочетание разных культурных традиций, но которые в Крыму дали такой своеобразный феномен, как пещерные города. Что я имею в виду? Ну, во-первых, вспомним неолит. Это, прежде всего, населенные крымские пещеры. Потом тавры. Как мы помним, с древесиной было плохо, с обработкой древесины. Поэтому у тавров основным видом жилища были землянки крытые. Но это полупещера, по сути говоря. В III веке с монастырями появляется вообще как бы систематическое строительство чего-то пещерного. Откуда это пришло? В Каппадокии, в Малой Азии, тоже в части бывшей Византийской империи, до сих пор знаменита эта территория, где есть пещерные монастыри, города и так далее. То есть вот эта традиция строить пещерные города, она была привнесена и оттуда, она легла на местную традицию. Использовать вот возможность в мягком известняке рыть жилые помещения там, или какие-то общественные помещения для нужд своих собственных, разных. Вот эти три традиции сложились в том, что практически в Крыму пошла эпоха пещерных городов. Почему они здесь стали популярны, мы поговорим чуть позже. Вот. Почему они были важны в какой-то период крымской истории. Но само по себе это интересно отметить. Однако с этим связано и другое. Дело в том, что когда христианство только-только стало набирать силу и на Ближнем Востоке, и в Греции, по сути говоря, Византия стала центром христианского мира, потому что окончательный раскол между православной и католической церковью произошел только в 1200-е годы. А до этого, в общем-то, христианская церковь считалась единой. И, по сути говоря, так как Исаак Гомер или там в христианской традиции Иисус Христос говорил, что нет ни эллина, ни иудея, все мы братья в нашей вере. Что произошло применительно к Крыму? Люди разного этнического происхождения, я еще раз подчеркиваю, разного этнического происхождения, отнюдь не только потомки эллинов или римлян, но те люди, которые в Крыму принимали христианство, стали отождествляться с Византией, с румеями, с Грецией, с христианством. И вот эта тенденция, по крайней мере, во внешнем мире, когда все христиане считались как бы людьми как угодно, или без национальности, или одной национальности, она сыграла свою роль и в Крыму. Потому что с приходом христианства сюда, христианство приняли не только румеи, буквальные румеи, выходцы из Византии, но и многие народы другого или племена другого происхождения. Прежде всего готы, мы о них поговорим позже. Какая-то часть тюрков, в том числе скифов. В последующие времена там часть других тюрков, болгар и так далее, которые постепенно отказывались от тенгрианства или языческих культов и принимали христианство. Таким образом, те, кто принимали христианство византийского толка, во внешнем мире часто считались греками реально, культурно, этнически, языково, не будучи ими. Вот в чем еще особенность как бы использования вот этого лейбла грек или византиец или румей в Крыму. То есть формировалась такая полиэтническая средневековая общность христиан в Крыму. Я бы так сказал, что мы опять-таки забегаем вперед, но тем не менее, что где-то к моменту, когда 12-13 века большинство населения Крыма были христианами.
Но это не означает, что большинство населения Крыма были греками или даже потомками эллинов. Нет, это были люди, которые точно так же, как, допустим, принятие христианства в Киевской Руси не превратило их в греков. Или там литовцев, допустим, в итальянцев, потому что они приняли католичество. Опять-таки, чем это для нас важно? Дело в том, что шел интересный процесс формирования двух или скорее трех этнических общностей вот в рамках этого христианского поля. В Крыму была сформирована даже отдельная христианская митрополития. И представьте себе, она называлась не греческой, не крымской, а готской. То есть, как ни странно, в какой-то момент, в какой-то период наибольшее количество христиан в Крыму было из готов. Кто они, почему, об этом позже. Сегодня мы говорим о эллинском наследии. И митрополит Готский, его власть достигала Поволжья. От Крыма и до Поволжья нынешнего. То есть все христиане этой части, которые ориентировались на Константинополь, они подчинялись Константинопольскому патриархату, они входили в Готскую митрополитию.